Всем привет, меня зовут Гульназ, мне 22, и я записываю это видео для своих подписчиков, которые в Инстаграме часто задают вопрос про мою работу. В частности, это организация концертов, менеджер, продюсерство, работа с артистами и все в этом духе. Я часто проводила тренинги, мастер-классы, консультации, курсы и так далее. Наставничество тоже было у меня в опыте. И заметила, что есть какие-то базовые вопросы, которые хотелось бы закрывать в целом и бесплатно, без каких-либо личностных, не обязательно для этого видеться с человеком, либо знакомиться, но хочется поделиться и искренне помочь тем, кто интересуется этой темой и очень долго думает, стоит ли это туда идти или нет. В этом видео я хочу рассказать про то, кем надо быть, либо, как часто задают вопрос, какой багаж надо иметь, чтобы прийти к этой сфере, или вообще как зайти в эту сферу, через что, какие каналы, возможности вообще существуют. Я уверена, что очень много инструментов, информации, открытым доступе есть в интернете, неважно в каком языке и в каких там сайтах, не знаю, и их можно найти. Я хочу в первую очередь сказать такое, что если у вас появился интерес к этой теме, постарайтесь сначала впитать в себя всю информацию, которая уже доступна, следите за этим всем, анализируйте, примеряйте на себя, посмотрите, потрогайте, да, напишите, поделитесь, расскажите об этом. И это видео как раз-таки тоже, надеюсь, будет полезным для тех, кто как раз вот в поиске этой информации. Я сама, конечно, тоже сталкиваюсь с таким вопросом, что вот какие-то базовые темы, возможно, сложно преподносятся. Я хочу просто рассказать свой опыт. Это не значит, что так только бывает, и это не значит, что это правильно или неправильно. Это просто вот то, как я интерпретирую, как я бы донесла это до других, до своих друзей, так скажем, да, так я и воспринимаю эту тему. Окей, какой багаж нужно иметь, чтобы прийти, чтобы стать, да, скажем так, менеджером артиста или организовывать концерты? На самом деле, весь опыт, который у вас уже есть, она пригодится, неважно в какой сфере. Если вы айтишник, если вы даже и учитесь медицине, не знаю, вообще любая деятельность, в которой вы уже имеете опыт, ЖБ может пригодиться в этой работе, если вы начнете, да, делать какой-то проект. Конечно, вначале нужно набираться практики и связей. В первую очередь, как в любой сфере, я слышу, что нужно иметь навык коммуникации, навык общения, вообще быть такой открытой, со всеми разговаривать. То есть, да, нетворкинг — это очень классно. Она должна быть, но не стоит бояться и думать, что вы вот интроверт, и вы такой вот закрытый, особенный, и не можете себе это позволить, потому что вот не попробовали вы это. Потому что в первое время я сама была супер такой интроверткой, я никогда не шла первой, чтобы познакомиться, если только мне от этого человека что-то не нужно. Реально, если мне что-то нужно от этого человека, конечно, я пойду и первый начну диалог, скажу: вот это мне нужно, пожалуйста, давай познакомимся и сделаем это. Вот. Это, наверное, этот ключевой момент, который нужно преодолевать себя, если вы реально хотите там войти и начать эту деятельность. Вам нужно будет все равно перешагнуть через вот эту стадию, перешагнуть вот эту стадию и сказать себе, что так, sorry, но это по работе мне нужно. Очень часто встречаю, также до сих пор я слышу о таком, что можно это разделить, то есть такой некий метод на практике, который уже работает. Если вы считаете себя интровертом, оставьте вот эту вот личность как интроверт, да, она никуда не уйдет, вы не обязаны от этого отказываться, либо закрывать, либо как-то убирать его от себя. Она есть, она ваша, и откройте для себя второе что-то, как больше экстравертность, да, откройте вот эту вторую штуку, которую будете использовать по работе. Вот. Можете вот принципиально, когда просто отдыхаете там, гуляете где-то, быть интровертом, а когда работаете, вас пригласили на проект, и вы начали вот разговаривать, вы экстраверт, вот вы должны вот это осознать и переключаться, как игра, да, как какую-то маску, может, даже если это плохо звучит, I'm sorry, но это помогает зато. Первое время это очень сильно поможет вам переключаться и сказать, что вот, окей, сейчас мы экстраверт, мы
притворяемся, так скажем, да, что мы экстраверт, потому что в работе это сильно нужно. Я, наверное, могу ошибаться, что интроверт, экстраверт, амбиверт там и так далее, но хочу сказать, что коммуникация в дальнейшем откроет для вас больше возможностей, больше проектов. Даже просто как человеческая помощь, если вы видите, что вы можете открыться, или, то есть вы видите возможность показать себя, вы видите возможность, где вы можете быть полезны, просто идите, делайте, пожалуйста, открытесь в это, идите в это. Багаж навыков — это очень такая тема, которая, наверное, чаще всего сковывает людей. Конечно, в любой вакансии имеется условие, да, когда вы видите, можете открыть HeadHunter, там писать там, типа, организатор или менеджер, или еще кто-то, продюсер проекта, проектный продюсер, чаще всего лучше так, наверное. И там будут условия, вы должны быть открыты, коммуникабельны, иметь опыт там в организации и так далее, и так далее, и так далее. Окей, вы теперь знаете, что вам нужно для того, чтобы вас приняли на работу с такими, в такую-то компанию, в такую-то должность, да? Теперь начинаете разбирать каждый из этих пунктов. Коммуникабельность, она вырабатывается в моменте, в практике, когда вам это нужно. Насчет как раз тут, я думаю, можно открыть момент, какие каналы есть, чтобы войти или с чего тогда начать, чем просто сидеть и слушать, либо смотреть все время это со стороны, да, через экран. Начать можно с волонтерства. Супер простое, супер легкий путь — это найти волонтерские клубы. Они есть во всех универах, они есть просто даже в городском, каких-то пабликах. Вы можете просто вбить в Инстаграм в поисковике о том, вот, волонтерство в Алматы и волонтерство в Астане. И просто вступать в них, начать общаться с этими людьми. Скорее всего, там уже есть волонтеры, которые участвовали на концертах, участвовали в разных съемочных проектах, и с ними общаясь, вы уже тоже можете открыть для себя еще больше информации. Проявить интерес к тому, где ты участвовала, а как ты туда попала, а когда в следующий раз будет, а можешь меня позвать, давай вместе проведем. И какие-то разгоны, брейнштормы тоже в моменте очень будут уместны, потому что волонтерство — это про то, что у вас есть интерес приносить пользу в какой-то деятельности. Это может быть эко-волонтерство, да, в другой сфере. Это может быть тот же ивент-волонтерство. Также бывают конкретно какие-то концертные, наверное, залы, где имеются свои волонтерские клубы. То есть можно находить очень много волонтерских клубов, просто туда вступать и быть в курсе того, что происходит. Где-то из этих мест вам откроются двери, и вы попробуете это на деле. Вот. Следующий из пунктов, где возможно как канал тоже рассмотреть, это Инстаграм. Это про осведомленность. Осведомленность, что происходит, быть подписанным на продюсеров, кто сейчас ведет свой канал, Инстаграм, и смотреть, что вообще происходит, какие афиши есть. Даже TikTok можно открыть, посмотреть, какие афиши есть, что вам интересно из этого, как туда попасть. Там, скорее всего, есть и контакты организаторов, где вы можете позвонить и узнать, и проявить свой интерес. Вот, рассказать, что я могла бы быть полезна вот в этом, как вы смотрите на такое. Там все всегда можно обсудить. Нету нерешаемых вопросов и нету никогда одного варианта там решения, да. Всегда есть очень много вариантов, даже помимо тех, которые я назову, у кого-то может быть еще другое. Очень часто в нашу сферу попадаю через знакомых, просто через друзей, которые там могут сказать, типа, йоу, приди, помоги, пожалуйста, и полно. И после этого они просто каждый раз будут появляться в других проектах, и вот так могут вырасти до продюсера и до директора, и открыть еще свой проект и так далее. Короче, в этом плане вообще нету какой-то структурной лестницы, наверное, да, какой-то иерархического роста, потому что кто-то может сразу с первого дня понять, какую должность, какие вообще навыки он в себе открывает в этом деле, и сразу щелкнуть, сказать, что я все, теперь продюсер, например. Кто-то, наоборот, хочет постепенно попробовать все и в съемке, и там, и сям, и в моменте уже потом выбирать и решать.
В этом плане я бы такой советик, наверное, сказала бы, который никто не просил, ну ладно. Если вы очень интересуетесь, хватайтесь за все возможности. Когда я была на курсе, мы часто говорили о таком слове, как хватка. Просто вот у нас было вот просто на доске написано большое слово хватка. Все, запомнили, потому что везде это решает, везде, где бы, какой бы проект ни был, какие бы там люди ни были. Если видите возможность, просто хватайте за нее. Возможно, это ни к чему не приведет. Ну окей, но зато вы не будете думать, что вы не сделали чего-то там недостаточно и так далее. Но чаще всего это к чему-то приведет. Ни первый, ни второй, ни третий, ну, может, четвертый раз. Это что-то да, вас откроет. Поэтому я очень думаю, что хватка — это реально такое сильное слово, которое может далеко вас увести. Очень иногда вот интересная история есть, когда мы учились на курсе, первый же день мы вот все пришли, я помню, мы сели, и Гохардас, это тот момент нас учила, ну, чей курс мы проходили как раз-таки, она сказала, у нее было, она просто попросила у своих коллег там сделать ей кофе. И в этот момент она прям проговорила то, что она хочет вот кофе там с двумя, я честно сейчас могу ошибиться, потому что сколько лет прошло, я уже забыла, конечно. Она там вот, ну, она конкретно сказала, сколько чашек там, сколько молока добавить и сколько ложек сахара. Ну, это она сказала вот коллеге, попросила сделать, и потом ей это принесли. Это все просто происходило перед нами. В конце урока, либо на следующий день, уже даже не помню, она сказала, что у нее есть как бы подарок, вместе попить чай, провести со мной личную консультацию, то есть дополнительно от тех дней, которые входили там в сам курс, дополнительно для того человека, который угадает, какой кофе она пьет, типа сколько чашек сахара и сколько там молока добавляет. И я что-то вообще, когда вот в моменте, я, конечно, помню, что это происходило, но в моменте, в тот момент я вообще не думала, что я это запомню, и мне это нужно, зачем, ну, типа, просто это происходит. Тем более, не знаю, может, тогда у меня хорошая память была, но сейчас у меня как у рыбки, реально. В общем, в конце дня, когда я ехала домой уже, я начала отвечать на этот вопрос. Я написала вот столько-то сахара и столько-то молока. И она сказала, ну, классно, ты угадала. Не то, что угадала, все абсолютно верно. Молодец, вот ты теперь, у тебя есть возможность вот консультацию взять. Честно, я не помню, произошла ли какая-то консультация или нет, потому что мы дальше начали работать. И когда мы и так каждый день пили чай, и типа вот так это произошло. Очень интересная такая история, мини. Но это про то, что это как раз-таки про хватку на самом-то деле, хоть неосознанно, но я воспользовалась какой-то маленьким шансом дополнительно как-то связать, наверное, себя с этим человеком или как-то воспользоваться. Ну, это же возможность, которая всем не предоставляется, и я этим как-то вот разрулила, можно сказать, эту ситуацию. И это очень интересно. Поэтому даже какие-то маленькие замечания, маленькие ситуации могут открыть вам очень большие двери. Я об этом. Вот. Поэтому не стоит думать, что вам нужно, не знаю, раскрыть крылья, там, открыть мою чакру, чтобы попасть в эту сферу. Нет, просто нужно добросовестно, честно работать, и когда вот открываются какие-то возможности, отдаваться на все 200%, потому что, ну, я так честно делаю и всегда работает. Когда ты отдаешь чуть-чуть, у тебя, может, наверное, может, ты это не сильно хочешь, наверное, да, но ты когда отдаешь 200%, у тебя столько вопросов открывается, у тебя столько интереса, у тебя столько драйва появляется, что ты будешь все больше и больше вовлекаться в эту тему. Поэтому, я думаю, на этом можно закончить. Я думаю, я ответила на этот вопрос. В каждой консультации я проговариваю эти моменты каждый раз. Конечно, без этих примеров, наверное, но в моменте я хочу донести до человека, до тех людей, кто интересуется и обращается ко мне,
не останавливаться на вот этом одном клике на видео, да, или же на одном подписке на меня, а больше делать вот этот ресерч какой-то, да, больше искать, больше подписываться на людей, узнавать еще больше о продюсерах, об этой сфере и изучать. Изучайте, и не только на наш рынок, даже если вы хотите там в каком-то своем области этим заниматься, не ограничивайтесь и обязательно мечтайте там масштабнее, смотрите еще дальше, изучайте про артистов других стран, и плюс-минус везде, конечно, история одинакова. Вот. На этом все. Спасибо, я надеюсь, что это было полезно. Вот, хочу сказать спасибо еще раз. Там, если что, подписывайтесь. Спасибо.